Айсен Николаев назначил исполняющего обязанности председателя правительства республики. НДС для дальневосточных перелетов могут отменить. На рассмотрение в Госдуму внесен проект. 95-летие отметили две жительницы Нерюнгри. Долгожительниц поздравили родственники и представители администрации. Это новости в прямом эфире, в студии Юлия Великодная. Исполняющим обязанности председателя правительства республики назначен Владимир Солодов. Ранее он занимал пост заместителя полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе. Об этом сообщил руководитель региона Айсен Николаев. Евгений Чекин освобожден от должности председателя правительства республики. Айсен Николаев сегодня с рабочим визитом находится в Мирном. Руководитель региона встретился с президентом компании «Алроса» Сергеем Ивановым. Сейчас стороны принимают участие в работе годового общего собрания акционеров компании. Во второй половине дня Айсен Николаев посетит социальные объекты города. Среди них незавершенный строительством объект корпус Мирнинского политехнического института СВФУ, запланированный под Центр дополнительного образования детей и строящийся реабилитационный центр «Харыскал». Вечером состоится совещание по вопросам социально-экономического развития района. Мирный попал в десятку успешных моногородов России. Как сообщил Фонд развития моногородов, в этой десятке нет деления на места. По словам генерального директора Фонда развития моногородов, при отборе десятки лучших моногородов учитывались 19 показателей, включая результаты реализации программы «5 шагов благоустройства», активное взаимодействие с федеральными институтами развития, создание новых рабочих мест. Мирный был выбран среди 319 городов России. В Госдуму внесен проект об обнулении НДС для дальневосточных перелетов. Согласно действующему законодательству, операции по реализации услуг по внутренним воздушным перевозкам подлежат обложению НДС по ставке в размере 10%. Президент России Владимир Путин 7 июня в ходе прямой линии заявил о необходимости расширить географию субсидируемых авиаперелетов, комментируя вопрос жителя Уссурийска о подорожании авиабилетов. В Якутск с рабочим визитом прилетел председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. На совещании были рассмотрены вопросы, касающиеся проекта федерального закона о недрах, охраны вечной мерзлоты, урегулирования добычи и реализации мамонтовой фауны, любительского рыболовства. Во второй половине дня Николай Николаев посетит Хангаласский район, где встретится с охотниками и рыбаками. Мы здесь ставим вопросы по охоте, животному миру, по рыболовству и по коренным малочисленным народам. Эти вопросы мы ставим давно и в Совете Федерации, и в Госдуме. И вот сегодня с рабочим визитом посетил республику. И мы в виде постановочных вопросов эти вопросы должны решить сегодня. После этого сегодня выйдем в Хангаласский улус, где будет встреча с рыбаками-охотниками. И там один из районов, где остро стоят вопросы именно по любительскому рыболовству. И сегодня будет встреча именно рыбаками, охотниками, и будут тет-а-тет разговаривать на эту тему. К другим темам электронная ветеринарная сертификация становится обязательной с 1 июля. Теперь те, кто производит или продает продукцию животного происхождения, должны подключиться к автоматизированной системе «Меркурий». В системе также должны зарегистрироваться государственные ветеринарные врачи, которые занимаются обслуживанием этих предприятий. Это делается для того, чтобы сэкономить время и затраты предпринимателей, а также снизить до минимума человеческий фактор. Главная ее цель – заменить бумажные ветеринарные сертификаты и справки на электронные. Раньше бумажные носители, каждый бланк стоил 136 рублей. Но в данном случае исключаются вот эти затраты и затраты трудоемкость на оформление ветеринарных специалистов. Все будет на бесплатной основе. Будут только изыматься на лабораторные исследования, а остальное каждый потребитель на рынке, на магазине имеет право потребовать QR-код, и QR-коду можно посмотреть, откуда она направилась, доставили до его населенного пункта, и лабораторный исследование, весь цикл передвижения и наличие протоколов испытания.
Долгожители Нерюнгри отметили юбилей. Пелагея Замковая и Анастасия Гребенникова. Юбиляров поздравила делегация, в состав которой вошли представители администрации города и района, социальной защиты и народный депутат Александр Кашуков. От имени всех нерюнгринцев они пожелали долгожителям здоровья, счастья и благополучия. Я хочу поздравить вас с этой замечательной датой, с вашим юбилеем. Приятными знаками внимания для юбиляра Пелагеи Петровны стали письма от президента России и главы республики, а также цветы и подарки. Самые-самые искренние слова благодарности. Нерюнгринская районная администрация лица Виктора Николаевича Станиловского поздравляет вас с той знаменательной датой. Спасибо. От лица молодого поколения хочу вам сказать огромное спасибо. По удивительному совпадению, в День памяти и скорби она встречает свой 95-летний юбилей. Когда началась война, она узнала о ее начале, будучи в Киргизии. Пелагее Петровне было 18 лет. Почти никто не вернулись. Только жили там национальные киргизы. Там некоторые, мало которые были на войне. Трудились от рассвета и до заката, без часов. Утром бежали на работу. За опоздание наказывали. После войны не уезжала. Осталась на родине. Позже ее перевез в Нерюнгри сын Николай, с которым сейчас она проживает. Анастасия Ильинична моложе. Ей исполнилось 90 лет. Когда началась война, она жила в Казахстане. Время войны вспоминать не хочет. Сложно. Поздравляем вас с вашим юбилеем и желаем самое главное здоровья, бодрости духа. Хорошо? Войну прошла в юности. В памяти еще живы воспоминания. Со слезами на глазах она желает всем мира и добра. Всем вам крепкого здоровья. Пусть благословит вас Господь на долгие года и крепкое здоровье. Праздничный вечер юбилея Анастасия Ильинична встречает в кругу своей большой и заботливой семьи. За столом не принято вспоминать те страшные годы. Все желают здоровья именинницы и долгих лет жизни. Елена Железнякова, Лилия Ягудина, Нерюнгри. В республике в этом году государственный экзамен по русскому языку на 100 баллов написали 22 человека, сообщает Миноборнауки Якутии. Наивысший результат показали ребята из Алданского, Амгинского, Ленского, Алекминского, Татинского, Усть-Алданского, Хангаласского, Мирнинского, Нерюнгринского районов и Якутска. ЕГЭ по русскому языку сдавали 7800 участников. Результаты в целом сопоставимы с прошлогодними. Средний тестовый балл остался на прежнем уровне. Число участников экзамена, которым не удалось преодолеть минимальный порог для получения аттестата в 24 балла, составило 0,9%, что также сопоставимо с прошлым годом. Таким образом, в Якутии пока 25 100-бальников единого госэкзамена. Мастер-класс от гостей из Парижа пройдет в эти 3 дня в Национальном художественном музее. Профессор Парижского университета и профессор университета Страсбурга проведут летнюю школу «Перекресток культур» для студентов СВФУ, АГИКи, художников, участников и слушателей Биеннале. Лекции пройдут в рамках 5-й международной якутской биеннале современного искусства и франко-российского культурного образовательного проекта «Тепло холода». Мы работали комиссарами и во время биеннале актуального искусства города Якутска в 2014-2016 году. И мы очень хорошо знаем ваш контекст, ваш город, и мы очень любим и возвращаемся с радостью. Именно вот наша задача состоит в том, чтобы познакомить молодых художников, молодых культурологов с теми формами, которые могут быть реализованы в связи с этой тематикой связи города и искусства. Оздоровительный сезон открыт. В лагере мирного района Орленок стартовала первая оздоровительная смена школьников. Что ждет ребят в ближайшие 20 дней, узнавала моя коллега. Открытие новой смены в детском оздоровительном лагере «Орленок» не просто событие, праздник. Его ждут педагоги, дети и их родители. Летняя оздоровительная кампания начинается здесь в июне и заканчивается в конце августа. За 3 смены отдохнуть, набраться сил и здоровья здесь успевают 900 ребят. Мы супер команда! Сильные, красивые, дружные, веселые! Ты за нас всегда держись!
Церемонию открытия 56-го сезона, как и предыдущих, разрабатывали сами дети с вожатыми. Каждый отряд постарался сделать свою визитную карточку оригинальной. Ангелина Сафонова отдыхает в лагере не первый год, поэтому знает, впереди 3 незабываемые недели. Я езжу сюда, уже 3-й год, и сюда каждый год пытаюсь напрашиваться у родителей. Мне здесь нравится, потому что здесь природа, всякие развлекательные программы. И когда приезжаешь, здесь приятно, добрые вожатые, всякая дисциплина, хорошо здесь кормят в столовой. На время заезда жить воспитанникам предстоит в специальных домах. В корпусах чисто и уютно. Отдыхают здесь дети в возрасте от 7 до 14 лет. У меня 2 деток в этот раз приехали. Каждый год сюда их отправляем. Деткам очень нравится. Очень просторные, светлые корпуса, уютные, что важно для детского отдыха. Очень много развлечений, детских площадок. Только самые хорошие впечатления. В лагерь ежегодно с удовольствием приезжают и из других городов. Правда, не воспитанники, а студенты Новосибирского педагогического университета. Они в качестве вожатых проходят здесь учебную практику. Это как раз их задача – сделать детский отдых незабываемым. Тематика смены у нас путешествие во времени. Мы придумали это для того, чтобы ребят привить к истории, любовь к истории родного края, России. Ребята будут придумывать свои проекты какие-то, как они видят нашу страну в будущем. У первой смены этого года впереди 3 недели. Вожатые говорят, каждый день расписан едва ли не поминутно. Ребят ждут обширная культурно-массовая программа и спортивные состязания. Иванна Филиппова, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край». И в завершении выпуска о погоде в Якутске. По прогнозам синоптиков, сегодня переменная облачность, днем кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. При грозе порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 28 градусов, а ночью до 16. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь с нами.